А завтра в Чебоксарах официально откроют Чувашский кадетский корпус. Здесь смогут учиться 400 кадет. Учебное заведение будет готовить специалистов для воздушно-космических сил страны. Сегодня в Кадетском сквере прошла репетиция парада. Гостей будут встречать сводный детский хор и барабанщики детской полицейской академии. По Кадетскому скверу строевым шагом пройдут и дошколята. Затем действие перенесется на плац. На торжественную линейку обещали приехать бывший полпред президента в Поволжье, а ныне полномочный посол России в Республике Беларусь Михаил Бабич и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Она, кстати, является правнучкой героя Советского Союза Александра Кочетова, имя которого носит кадетский корпус. После официальной части для кадет прозвенит первый школьный звонок. Дадут его пятиклассник Артем Петров и 11-классник Роман Скворцов. Никакого волнения у меня нет. Хочу учиться дальше, пойти по военному пути. Так мне будет проще пойти в высшее училище. Я одна его воспитывала, и мне его очень жалко отдавать, конечно, но это для его будущего, мне кажется, очень даже хорошо. Мы в школу ходили, заходили, спальные корпуса тоже видели, очень даже приятно смотреть на это. Мне так кажется, что им будет комфортно там жить. Как домой зашли, очень спокойно, комфортные, светлые комнаты. Все, что будет происходить на территории кадетского корпуса, можно увидеть на большом экране. Монтаж оборудования уже практически завершили. Сигнал на мониторы будет поступать даже из актового зала школы, где для учеников пройдет урок мужества. Трансляцию будет вести наша телерадиокомпания. Последний лоск наводят и строители. Завтра в Кадетском сквере официально запустят сухой светомузыкальный фонтан. А рядом стоящий детский городок принимает посетителей уже неделю. Всего на благоустройство площадки перед кадетским корпусом выделили 75 миллионов рублей.